Давайте в рамках вот такого текста поработаем, например, со вторым абзацем. Для того, чтобы нам было более удобно работать, я включу линейку. И на линейке у нас есть три ползунка, которые нам помогут абзац настраивать. Ползунок справа и два ползунка слева. Для настройки второго абзаца поставим курсор в любое место внутри него и потянем за самый первый ползунок вправо. Мы видим, что в первой строке нашего абзаца добавился отступ. Именно такой способ является правильным способом создания и настройки абзацев. Он позволяет сделать равные интервалы от края документа до первой строки для всего документа, в отличие, скажем, от пробелов. Если вы в начале абзаца поставите какое-то количество пробелов, то даже если это количество будет одинаковым для каждого абзаца, ширина пробела все равно зависит от конкретного наполнения абзаца и может различаться. Поэтому так делать не стоит. Следующий ползунок отвечает за левую границу абзаца. Если мы потянем за него, например, вправо, то увидим, что левая граница абзаца переехала в том же направлении, но при этом осталась ровной. Обратите внимание, что если мы тянем этот ползунок, то вместе с ним тянется и ползунок, отвечающий за первую строку этого абзаца. Давайте потянем наоборот в левую сторону. Поэтому целесообразно сначала настроить левый край и затем уже приступить к настройке первой строки. И третий ползунок, он расположен в правой части линейки, он, как вы могли догадаться, отвечает за правый край абзаца. Потянем за него левее. Видим, что правый край абзаца переехал в том же направлении.